Ингушетия сегодня является одним из самых безопасных регионов России. Наша республика на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в топе субъектов, где наблюдается спокойная криминогенная обстановка. Мирное небо и безопасное будущее региону удалось через тяжелые испытания и годы борьбы с терроризмом. Одним из первых субъектов России, где террористы принесли горе во многие семьи, стала Ингушетия. Республика только начинала строить свое будущее, как столкнулась с самым опасным злом в мире. Сотни погибших, разбитых судеб, нападения, взрывы и теракты заполнили ленту новостей. Кровавый след терроризма в истории республики оставил в ночь с 21 на 22 июня 2004 года. Тогда от рук бандитов погибло 98 человек. Из них 31 сотрудник МВД, 10 сотрудников ФСБ, 5 работников прокуратуры, 3 военных, 7 пограничников, 40 мирных жителей и более 100 раненых. Еще один преступно-террористический акт. 17 августа 2009 года взрыв мощностью 400 килограмм в тротиловом эквиваленте прогремел в РОВД Назрани. Но он раздался не сразу. Детонатор взрывного устройства сработал спустя 30 секунд после того, как «Газель» протаранила ворота РОВД. В результате почти 20 человек погибли и больше сотни получили тяжелые ранения. Терроризм – это идеология насилия. Каждый, кто погиб от рук бандитов, в памяти народа. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, принимая участие в мероприятиях, посвященных борьбе с терроризмом, всегда отмечает, какую боль причинили бандиты и республике, и ее жителям. Вдовы остались, погибли здоровые, красивые отцы, братья, сыновья. Они просто пошли на работу. Их не дождались. Это не люди. Они оставили столько детей. Прощения им нет. И мы должны это помнить. Лучшая система борьбы с терроризмом – это профилактика. В Ингушетии традиционно в школах, вузах и СУЗах проходят лекции, круглые столы и встречи. Сотрудники правоохранительных органов и богословы рассказывают о том, как не попасть в круг террора. В основном подвержены такому влиянию именно молодые люди. Богословы напоминают, в исламе запрещено все, что наносит вред себе и людям. Поклонением считается все, что человек делает из того, что дозволил Всевышний Аллах, и сторониться того, что запретил Всевышний Аллах. То есть, если он это выполняет, то считается, что он живет в поклонении. Поэтому мы должны понимать цель нашей жизни, какая наша цель в этой жизни. В рамках борьбы с терроризмом Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии проводит большую работу по мониторингу социальных сетей и публикаций, призывающих к террористической деятельности в Ингушетии и не только. Проводятся встречи с жителями республики, которые обучались в местах повышенной террористической активности. До них также доводится информация о противоправных действиях террористического характера в нашей республике. Проводится очень много акций, направленных на противодействие и профилактику терроризма и экстремизма в республике с молодежью, так как молодежь у нас в республике является более уязвимым и подверженному влиянию, негативному влиянию со стороны различных ложных источников. Сегодня в Ингушетии мирно живут и в безопасности строят свое будущее. Все это благодаря большой работе, которая проводилась в регионе не один год. Рина Сычуева, Мухаммад Дарсиков, Новости 24.